Ситуация, значит, у нас в Абхазии, она абсолютно прогнозируемая. Она непростая, конечно, и простой ситуации сегодня в мире нету. Мы находимся недалеко от самого серьезного конфликта современности, это война в Сирии. И естественно, что все, что в мире происходит, оно не может не отражаться как бы на нашей внутренней жизни Абхазии тоже. Помимо военных событий, которые за пределами Абхазии, недалеко, еще раз повторяю, мы находимся, мировой экономический кризис, который никуда не делся, он продолжается. Экономическая ситуация в мире в целом, она не улучшается пока. Если брать за пример Российскую Федерацию, да, я могу вам сказать, что там достаточно сложная экономическая ситуация. Она, правда, не такая провальная, как говорят недруги России, допустим, да, но она сложная. Идут большие сокращения кадров, очень много людей сегодня теряют работу в Российской Федерации. Значит, идет большое сокращение расходов. Я знаю по той компании, в которой я работаю, я в системе Росатома России работаю, и я знаю, насколько там стоят острые эти вопросы сокращения и управленческого аппарата, процентов на 20 где-то, вот, и работающих на станциях, так сказать, стараются избавляться от непрофильных каких-то функций, избавляются от дорогих автомобилей, ну и так далее, и так далее. Вот в таком духе. То есть эта ситуация, она непростая, и Абхазия, конечно, не может быть в стороне от всех этих вопросов. Но вот при всей сложности этой ситуации, все-таки вот мы недавно были с вами свидетелями встречи президента Хаджимба и президента Путина в Москве. И сама встреча была, конечно, очень теплая. Ну, все мы виделись свидетелями, и были свидетелями этого, вот, по телевидению показывали. И, наверное, не просто так, значит, подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, который начал свою встречу со слов, что у нас с вами, Рауль Джумгаевич, особые отношения. Наверное, это тоже о чем-то говорит, так сказать, и здесь, так сказать, вот те договоренности, которые были, они как бы позволяют надеяться на лучшее в Абхазии. Очень много зависит от нас с вами вот здесь, внутри Абхазии. Конечно, я читал заявления оппозиции. Могу сразу сказать, что я с большим уважением отношусь ко всем людям, которые находятся в оппозиции. Это все наши близкие люди, это не какие-то там посторонние люди. Вот. Вместе с тем я готов спорить, так сказать, по многим вопросам, потому что у меня немножко другой взгляд на происходящие вещи. И мне кажется, что следует немножко как бы подождать, потерпеть, посмотреть вообще, как будет развиваться ситуация. Так вот, с юмором, если говорить, значит, да, в свое время, в древние времена, Спарта и Афины очень долго воевали между собой. И, наконец, решили как-то договориться. Значит. Вот они встретились, ну, Спарта это люди конкретные, вот, немногословные, спартанцы. Вот, а афиняне это люди, которые привыкли к парламентаризму, так сказать, демократии афинской. И вот афиняне начали говорить на этой встрече, очень долго говорили. Когда они закончили, спартанцы говорят, вы столько говорили, что мы даже не помним, с чего вы начали. И поскольку мы не помним, с чего вы начали, мы никак не можем понять, что вы от нас хотите. Вот это. Я перевожу как бы на нашу нынешнюю ситуацию, да, вот это противостояние, которое продолжается не один год, да, ему надо положить конец. Надо заканчивать эту ситуацию. Сама по себе форма, которую избирает сегодня оппозиция, она правильная, в смысле того, что любые сложные вопросы надо обсуждать со всем народом, может быть и референдумы проводить, но с другой стороны, да, надо четко для себя понимать, как мне кажется, да, какие вопросы можно выносить на референдум, и закон
если его внимательно прочитать, он как раз регламентирует, какие вопросы выносятся на референдум и предлагаются для обсуждения людям. А вопрос о недоверии к президенту, да, такой вопрос вообще не значится ни в каких законодательных актах. Доверие президенту определяется на выборах. И прошли выборы, президент избран, значит он должен работать. Если, допустим, президент совершил какое-то преступление, либо президент был увлечен в коррупции, либо был какой-то там, я не знаю, скандал. Ну, все мы смотрим разные страны, так сказать, видим, как там это происходит. То даже в нашем законодательстве предусмотрена процедура импичмента президенту. Но прежде чем приступить к этой процедуре, обязательно надо сформулировать, четко сформулировать, в чем вы обвиняете президента страны, и исходя из этого уже строится дальше последовательность шагов определенных. А просто так, что вот, мне не нравится, тогда, допустим, да, я бы, наверное, это не совсем верно, так сказать, да. У нас общество сегодня абсолютно свободное, оно может выражать сегодня любые мнения, так сказать, да, и, наверное, это тот перекос тоже в каком-то смысле, который нас приводит к вседозволенности, да, надо уметь отвечать за свои слова. На самом деле, вот если проанализировать деятельность нынешнего руководства Абхазии, да, я, конечно, далек от оптимизма, что все у нас в порядке, что все хорошо. Конечно, у нас очень много проблем, которые сложились объективно в течение многих лет послевоенных. Да, 23 года мы прожили очень тяжелую жизнь, на самом деле. Да. Но с другой стороны, у нас не так все плохо. Вот, поверьте мне, я много езжу. И езжу по Российской Федерации. Я еще не был, по-моему, только в Калининграде, вот туда я не успел попасть. А с другой стороны, на Дальнем Востоке до Южного Сахалина долетал. И я хочу вам сказать, что жизнь в Абхазии несравнима со многими местами в российских регионах, в которых я бываю. Насколько там сложнее жизнь, так сказать, и климатически, и экономически, и со всеми другими вытекающими. Поэтому надо уметь ценить то, что у нас есть. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, да, сегодня у нас наступило время, когда ругают, правительство за то, что оно делает. Если, допустим, предыдущие власти критиковались за бездействие, да, во многих вопросах внутренней жизни Абхазии, и мы много раз это в нашем обществе ставили эти вопросы о переменах, о реформах, так сказать, и так далее, да, то сегодня власти критикуются за действия. И во многих случаях, наверное, можно согласиться с претензиями, которые есть. Всем нам хочется очень быстро все, чтобы изменилось. Но быстро, к сожалению, не получается. Получается так, как получается. Может быть, какие-то просчеты допускаются. Вот, допустим, если конкретику взять, есть вопросы, допустим, связанные с введением, с дополнением, вернее, в закон об НДС. Если допущены какие-то ошибки, можно их поправить. В конце концов, ничего страшного нет. Это не является темой для какого-то глобального референдума, так сказать, и так далее. Есть много других вопросов, которые требуют решения. И все понимают. У нас общество абсолютно не глупое, оно абсолютно зрелое. Оно прошло очень серьезные испытания. И просто так обмануть людей сегодня уже не получится. Абхазии сегодня нужна стабильность какая-то. Да? Вот на секундочку представьте себе, накануне каких событий мы стоим. Да? Впервые за послевоенную историю у нас ожидается очень серьезный курортный сезон. Ведь с начала объявления санкций Турции не было продано ни одной путевки в Турцию, в Турецкую республику. Эти все люди куда-то должны поехать. Какие есть альтернативы? Весь Ближний Восток пылает, а отдыхать они туда ехать не могут. Новые направления очень дороги, потому что знаете, что происходит с валютой.
В Крыму, значит, ситуация с энергообеспечением очень сложная, хотя Россия всячески пытается, там уже второй энергомост прокладывает, но мы с вами знаем, да, проложить можно, но пока его наладить до нормальной работы, да, должно пройти год, два, три, наверное, да, то есть там тоже не очень стабильно. Остается только Абхазия. И вот вы представьте себе, какой поток людей в этом году хлынет сюда, в Абхазию. Это вот один момент. Второй момент. В этом году у нас выборы в местное самоуправление. Очень большой ажиотаж, очень много людей выдвигается. Радует, что молодые люди идут, так сказать, да, и это будет борьба идей. А будущий год, февраль месяц, да, это у нас выборы парламента, это очень серьезное событие. То же самое будет. И вот на фоне этого еще инициировать еще один какой-то референдум, понимаете? На фоне того, что у нас будет очень сложный, напряженный курортный сезон в этом году. И давайте мы опять все побросаем свои дела и начнем, значит, организовывать какие-то штабы опять, значит, опять агитировать друг друга неизвестно за что. Мне кажется, это как минимум непродуктивно просто. Вот. Могу еще и много на эту тему говорить, как бы, но не вижу смысла, я думаю, люди сами разберутся. Мне кажется, в этой ситуации вообще было бы правильно поступить следующим образом. У нас складывается традиция, это хорошая традиция, когда сложные вопросы, возникающие в обществе, да, они выносятся на обсуждение парламента. Я думаю, что этот вопрос надо вынести на обсуждение парламента, пускай наши депутаты обсудят его со всех сторон, на предмет соответствия законодательству. Если парламент примет решение, значит, что надо проводить референдум, что мы дошли уже до такой ситуации, до такой точки, что по-другому просто нельзя, пускай будет референдум тогда. Но еще раз повторяю, надо внимательно посмотреть, насколько соответствует тема референдума, да, закону о проведении референдума.